В ближайшее время будет реализовано прямое соединение сетей телекоммуникаций Республики Таджикистан с сетями телекоммуникаций Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Хавар со ссылкой на службу связи при правительстве Республики Таджикистан. В целях скорейшего осуществления прямого соединения сетей телекоммуникаций Республики Таджикистан с сетями телекоммуникаций Китайской Народной Республики в настоящее время быстрыми темпами проводятся практические работы. Стоит отметить, что эти меры способствуют созданию дополнительных высокоскоростных международных волоконно-оптических линий связи для соединения с глобальными сетями интернета. Это также повысит значимость и транзитный потенциал телекоммуникационных сетей страны и устранит коммуникационную изоляцию республики, пишет правительственное информационное агентство. Интернет вообще меня не устраивает, конечно же, но так, думаю, возможно, то, что интернет будет лучше в плане того, что будет централизовано все. Следует отметить, что на сегодняшний день в Таджикистане действует один из самых медленных интернет-сервисов в мире. Весь трафик проходит через главного монополиста отрасли службу связи, руководителем которой является сват президента Таджикистана Бек Сабур. Репортеры без границ сообщали, что основные новостные сайты и платформы социальных сетей практически постоянно заблокированы. گذشتنی بلاگ در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن مشهور شدن چون که بلاک کردن سامانه یک چیز معمولی شد. Однако, что ожидает таджикских пользователей после соединения с китайским интернетом? Общеизвестно, что в Китае действует самая жесткая в мире форма цензуры в сфере телекоммуникаций и интернета. Заблокированы все международные интернет-ресурсы и соцсети. Запрещено пользование VPN-сервисами. Заблокированы все иностранные мессенджеры. Также существуют огромные штрафы и уголовная ответственность за обход государственного фаервола. Многие сайты, соцсети, приложения, которые воспользуются по всему миру, но они заблокированы в Китае. Например, Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Эксперты отмечают, что соединение сетей Таджикистана с китайскими телекоммуникациями сулит жителям нашей страны серьезное сокращение доступа к информации, что приведет к еще большей изоляции населения от внешнего мира. Я не то чтобы сказала, что интернет умер, Душанбе умрет, если не будет у нас интернета. А образование тоже умрет. Без интернета не будет у меня работы. Где-то, скажем, на 75%.